Казахстане. Казахский Вот, выучил хоть вот. язык или нет за столько А лет? нахуй мне нужен? Это обезьяний язык. А ты можешь в лицо казаху сказать, что ты его ненавидишь так? Конечно, конечно. Я каждый день так говорю. И что, ебало еще не получал по ебалу? Ну, а кто мне напитит? Я же русский человек. Я сильный, я здоровый. Кто мне напитит? Ничего, за подворотней пару раз арматурную по спине. Еще раз. Если они обезьяны, они трусы. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Кирилл. Как к вам обращаться? Василий меня зовут. Кирилл, очень приятно. В общем, приятно, Вася. На ты перейдем, но не как-то это. Ну да, где-то мы одних годов, мне кажется. Ну да, мне 46. Вам сколько? Ну, плюс-минус. Плюс-минус, я кажу. Вы откуда? Я з Києва. Ну, я из Кустаная. Северный Казахстан. Угу. Які теми обсуждаєте? Вибачте, я україномовний українець. Мне тяжело на русском языке, поэтому могу чуть-чуть забрасывать украинизм. Русский язык – это язык межнационального общения. А вы, Поэтому нужно слушайте, знать. недавно такое я узнал, сам в шоке. Если забить в поиск список искусственных языков, да, то Википедия показывает, русский язык это искусственно созданный язык. Ну, хорошо, ну и ладно. Не, ну логично, когда украинцы разговаривают с белорусами, с поляками, мы друг друга практически полностью понимаем. Как только я говорю на украинском, а россиянин говорит на русском, я его прекрасно понимаю, он меня совсем не понимает. Дружище, вы что-то хотите сказать обидно? Не, я сказал о парадоксе, о том, что язык, великий русский, международное общение, оказывается, его сделали с нашего, с вашего, там, еще с какого-то. А я считаю, что украинский сделали австрияки. Поляки, австрияки. Что сделали? Что, как сделали, говорите? Конечно. Не, ну, знаете, вы считаете, а есть факт, знаете, можно считать все, что хочешь, а есть признанный факт уже. Дружище, я тебе так скажу. А я ж не сказал казахский, что ты занервничал сразу? Послушай, дружище, я разговариваю на великом и могучем. Великий, могучий искусственный язык. Ну, что здесь? Ну и слава богу, слава богу. Я ж ничего, нужно ругаться с тобой, что ли? Я ж не в упрек тебе. Я сказал, что для себя недавно. Нам из-за этого нужно ругаться. Вообще не вижу смысла нам с казахами каким-то образом ругаться. Я не казах, я русский человек. Так какой же вы русский? Ты русский. Я великий русский. Великорос. Великорос. Большой давай. Страна большая, а великая это так, чуть-чуть. Мои деды и прадеды завоевали эту территорию. Завоевали. Конечно. А вы, внуки, никак не можете успокоиться, еще довоевываете, да, русский? Довоевываю, чуть-чуть потихонечку. Как-то живем. Смысл, когда ж нужно становиться вам русским, великорусом? Не знаю, мой братик. Ты же мой братик. Какой я тебе братик? Ты что? Нет? Да, нет. Конечно, не обижай. Я ж тебя тоже не обижаю. А я тебя чего обидел? Слушай. Если ты россиянин, то россиянин совсем... Я в Казахстане живу, дружище. Если ты обратишь внимание, я живу в Казахстане. О, видишь, как ты на лету переобуваешься. То ты русский, то ты живешь в Казахстане. То есть ты хоть казахский язык... Я русский, живу в Казахстане. Казахский выучил хоть язык или нет? А нахуй мне нужен? Это обезьяний язык. Как ты сказал? Обезьяний язык. То есть ты сейчас о языке, которым общаются твои соседи, те люди, которые тебя каждый день... Я считаю, что не обезьяны. Обезьянки. Казахи обезьянки? Конечно. У тебя совесть есть так говорить? У меня да. Ну, аргументируй. В Америке
твоих кумиров, они посидели в резервации. Аргументируй. Твои коммунисты Подожди. не могли себе позволить поселить обезьян в резервации. Слушай, и я, например, как украинец, считаю казахом очень дружелюбный, дружественный, правильный и не как ты назвал Послушай, народ. дружище, тебя сюда переселить, и ты бы через неделю стал русским. Не, подожди. Я много общаюсь с казахами, очень прекрасные Ну, люди. ты не с теми общаешься, наверное. Не с Ну, теми. как я могу из Украины больше любить казахов, чем ты в Казахстане? Ты их что, ненавидишь или что? Вообще, это пиздец, это звери. Это звери косоголовые. А что ты не возьмешь билетик и не поедешь там, где все свои? Если А тебе, где мои? А если- где мои? ну, русские, где нет тех людей, которые тебя Дружище, раздражают. это моя земля. Это моя земля. Не, это земля казахов, Мои- это Я земля тебе говорю, это моя земля, это великих земля казахов. русских. Слушай, земля великих казахов. Каких казахов, блядь? О чем ты говоришь, дурак? А что Это земля русских. ты обзываешься? Русская земля. Что ты обзываешься? Я ж тебя не обзываю. Я тебя не обзываю. А что ты дураком назвал? Ну, ты дурачок просто. Ну что дурачок? Разве дурачок может сказать, что казахи это великий народ, который заслуживает Я так уважения, не считаю. который Я так не заслужит считаю. уважения? Я так не считаю. Так чемодан, вокзал и Ростов. Но, может быть, тебе съебываться нужно откуда-то. Я уважаю тех людей, которые живут рядом со мной, а ты, получается, не Ты, уважаешь. дружище, ты ничего не знаешь. Ты живешь... А ну давай, вот, давай подробнее. Чем же тебе так казахи насолили, что ты их так называешь? Вот 1, 2, 3. Давай, вот реально мне Вот. интересно. Я тебе расскажу. Во-первых, они дикие люди. Дикие. Аргументируй слово дикие, не понимаю. Я им дал образование, мои предки дали Я это образование. кто? Ну, мои деды, мои прадеды. То есть твои Ну, деды да. на их земле приехали, они вас приютили. Что значит на их земле? Это моя земля. Это моя земля. Ну почему это твоя земля? Это земля вольных казахов. Казаков даже. Кто такие казахи? Ну не Ну, русские кто? точно. Ладно, хорошо. Они дикие не понял почему. Еще раз. Образование ты дал, еще что ты дал? Литературу, культуру. Например, литературу, что ты привез в Казахстан такого, что сейчас весь Казахстан сидит, читает захлеб? Ну вот они считают, что у них кумир Абай. Пишет на русском языке, писал на русском языке. Давай так, что ты принес в их жизнь, что они в захлеб сидят и читают все? Литературу. Ну, например, скажи. Есть такой «Путь Мухаммеда», он написан на русском языке. Какое ты имеешь отношение к Мухаммеду, скажи? Мухаммеду? Да. Самое прямое. М? Самое прямое. Какое? Христианство и магометанство – это одно и то же. О чем ты сейчас говоришь? Хорошо, второе, что ты принес на эту святую землю. Кроме голода и репрессий. Что еще принес? А где голод был, когда? А Зулмат, не знаешь, был голод? Почти половина населения погибла. Это твои деды... Погибло, и Это- русские погибали также. Это твои деды принесли, понимаешь? Послушай, дружище, и русские погибали. Пожалуйста, не называй меня дружище, ты меня этим раздражаешь, вот реально. Ну и ладно. Ну, будет Давай, враг. пан Будет враг. пан вас, який я тобі враг? Чого я тобі враг? Ну а как тебя называть? Пан Василь называй меня, пан Василь. Называй меня властелин тогда. Пластилин, хорошо, пластилин, смотри. Литературу принес, что еще принесли, кроме Голодомора? Что такое голодомор? Ну, ты говоришь, что принесли, а я буду следующее говорить, что. Какое, Нет, что такое какое горе? голодомор? Что такое голодомор? Что вы принесли, госпожа? Что вы принесли? Пластилины. И кто? Слушай, а ты можешь в лицо казаху сказать, что ты его ненавидишь так? Конечно, конечно. Я каждый день так говорю. И что, ебало еще не получал по ебалу? Ну, а кто мне напитит? Я же русский человек. Я сильный, я здоровый.
Кто мне напиздит? Ничего, за подворотней пару раз арматуриною по спині. Еще раз. Если они обезьяны, и они трусы. Они трусы. А ти можеш не називати це, ти можеш не називати этот народ обезьянами? Мені противно, коли ти говориш. Я тебе еще раз говорю, это обезьяны. Обезьяны. Ну, как-то очень не по-человечески ты себя вот ведешь. Не знаю, дружище. Я нацист. Я Не, нацист. не обзывайся, пожалуйста, Я дружище. нацист. Я нацист. Вот А, так вот я. ты нацист. Фу, блин, я думаю, откуда это все? То есть мои деды боролись с нацизмом, Твои деды Не не до- сосали моих. не добили таких, как твой дед. И сейчас Твои мы вот деды это по лесам сидим, скитались. пожинаем, да? По Очень. лесам скитались. Кто твои деды? Бандеровцы. Тьфу на вас. Ой, и Тьфу, бандеровцы блядь. тоже не добили вас, Тьфу на вас. Не НКВДистов, добить, нацистов. блядь. И вот плохой Сталин вас, сука, не напиздил, а, до конца. А вас Сталин напиздил нормально? Вас Сталин нормально? У меня все хорошо с Сталином. Я его уважаю, Ты уважаешь Сталина, да? конечно. Я понял. А ты говно. Ты Ну говно. зачем ты обзываешься? Вот зачем? Ты же Ну, я цивилизованный вижу, человек. Какой-то вот нехороший человек. Ну почему нехороший? Я ни одного кривого слова не сказал. Я наоборот защищаю казахов, которых ты обзываешь незаслуженно. Повторяю тебе еще раз. К казахам я отношусь очень негативно. Так собирай свои манатки и пиздуй на родину свою. Почему? Это моя земля. Бля, Да почему не она- твоя земля. Это моя земля. Она должна Здесь под проходят мои ногами у деды, тебя гореть. Мои прадеды. Почему я должен пиздовать отсюда? Потому что Это моя это земля. земля великих казахов, добрых людей. Казахи, блядь, хуй сосали у белых людей. А ты дурачок, если ты не знаешь истории. А ты видел в Ютубе видео, когда вот такие смелые перцы, как ты, рассказывали, кто у кого что сосал, а потом стояли на коленях и плакали и извинялись? Не видел? Дружи, это в Америке пусть так когда мы не сосут. А я жил в Казахстане. Я тебе еще раз говорю, я жил в Казахстане. Мои предки, твои деды, блядь, сюда приехали. Украинцы приехали и освоили эту землю. А ты еще имеешь какое-то отношение к украинцам? У меня украинская фамилия. Блядь, ты вообще предатель полностью. Слушай, смотри, сегодня 21.09. Я думаю, до конца этого месяца ко мне на почту придет ролик, где ты, сука, будешь стоять на коленях и плакать. Ну И- хорошо, и- ну считай себя так. И Ну, считай. извиняться. Ну, в Хорошо, в хорошо. худшем случае, чуть-чуть позже. Я считаю, знаешь, дружище, Но не обзывай меня, дружище. Но слушай, я уверен, что нормальные казахи тебя найдут. И тебе расскажут, как нужно жить среди нормальных, порядочных людей, вам, сука, нацистам. как можно жить среди нормальных казахов? Нормально нужно жить. Нацисты живут за поребриком. Можешь туда ехать и жить со своими нацистами. Пошел ты нахуй, дурак. Да ну Пошел перестань. ты нахуй. Перестань. Нацисты живут в одной стране. Я тебе говорю, я русский человек. Вот, Я едь в русский Россию и человек. А сиди ты и пошел соси нахуй. хуй у своего Иди хуйла. нахуй, иди нахуй. Дебил кусок, блядь. Ну, уважаемые казахи, я ж ему пообещал, что его найдут и как минимум на бутылочке покажут, вы покажете, кто хозяин на вашей земле. 21.09. Время пошло. Алга, Казахстан.